такое ВАЙС, да, я сейчас почему я начала это заниматься, я о клубе расскажу, да. И, ну, у меня образование медицинское, есть вот тут медики, руки поднимаем, есть учителя, есть. Так как у меня медицинское, и потом я товароведа закончила, как бы образование, и я искала, как бы уметь организовать вот этот бизнес. У меня был бизнес, у меня быстро-быстро сам начал развиваться. Ну, сам или не сам, это, ну, да, есть такое, да. Оптовики пришли на столичке, давай, говорят, оптом давай, и все, ну, такое. Бухгалтера пришли, давай мне констовары, продавай на счет. Ага, я говорю, зачем мне счета выписывать, зачем мне это безнал еще банки, да, извини меня, зачем? Медицина, я не понимаю. Банки. Понимаете, да, есть тут работники банка, да, меня поймут. И получается, я начала продавать по безналичному расчету, туда-сюда. Потом еще опять этот тендер появился. Давай участвуй в тендерах. Ну, извини меня. Ну, я хотела их посылать, да. Но тут, получается, компания развивается, и я как поняла, и очень важно иметь там... Ну, вот эти отделы персонала, там отдел, ну, вот эти, ну, функции, они всего бизнеса работают. Потом решила искать своих, кто бы это применял. Понимаете, да? В Якутске. Ну, знаю, что кто-то учился, кто-то не учился, и в итоге я поняла, что, ну, никто не хочет делиться, понимаете, да? Понимаете, да? И я, как поняла, нужен клуб единомышленников, которые знают и применяют, или обучались где-нибудь у кого-то, и применяют вот технологии Хаббард менеджмент. И я вот начала вникать, и я искала вот таких общения свободное в клубе. Нас было мало, потом нас стало больше консультантов приезжает, больше обучаются, больше люди к нам присоединяются. И я сейчас хочу, чтобы тоже вы услышали сейчас нашего члена ВАЙС, это Наташа Лопатина, она применяет, да, и очень хочется, чтобы вы тоже присоединились. Наташа Лопатина, как сама говорит, она присоединилась к нам через сколько? Через 3 года. Через 3 года. Вот она созревала 3 года. Вот как клуб она ходила, тоже вот приходила, слышала, потом начала вот применять, и консультантов тоже она обучается, и у нее вот развивается компания. Очень круто. Спасибо большое, что все подошли. Меня зовут Наталья Лопатина, группа компании КЭМ. Я больше 20 лет занимаюсь видео. Все, что касается видео, это началось все с хобби. А на самом деле это все идет, вот как сегодня сказали, с мечты, с планов, с мечты. Ага. Начиная уже со школы, когда первые видеокамеры пришли в нашу жизнь, такие, помните, да, большие Hitachi камеры. Ага. Вот в 8 классе у меня в нашу ЛУЗ, даже не у нас дома, в нашу ЛУЗ такая камера пришла. И вот с этой камерой у меня и любовь началась. Так как я работаю в сфере рекламы всю жизнь, без рекламы это никак не обойтись. Ага. Но всегда должен быть обмен, да? То есть если я вам что-то себя рекламирую, какую-то свою часть своей жизнедеятельности, видеопроизводства и все такое, то взамен я дам те инструменты и именно на примерах то, что я использую в своей жизни. Хорошо? Согласны? Ага, то есть прям такие кейсы. Ага, и еще какие-то практические упражнения здесь будем делать. Хорошо? Ага, вот. Вначале, короче, сразу скажу тоже, не зря мы поставили светодиодный экран. На самом деле здесь у них обычно стоит проектор. И всегда говорю, когда есть экран, когда есть светодиодный экран, все вот эти видео, они смотрятся ярче, они смотрятся намного, человек их воспринимает. На самом деле у человека, да, 5 чувств, да, большую информацию, вот это уже доказано научно, 90% человек воспринимает через глаза и уши. Угу. Остальные вот это вкусовые, тактильные, это вот остается 10% на них, на все остальные 30%. Поэтому я всегда говорю, если вы хотите презентации какие-то сделать, что-то хорошее вот до людей донести, изображение, картинка должна быть хорошая, и звук. Где мой звук? Вот, звук должен быть тоже хороший. Мы всегда обычно что говорим? Мы всегда хотим что-то иметь. И вот на этом презентации, быстренько даже могу этот кейс показать, она работает везде, во всех сферах жизни. Ага. Прежде чем захотеть иметь, надо что-то делать. Надо что-то делать. Но прежде чем делать, надо им быть. И бывает, что люди неправильно, представляете, сперва они хотят иметь, да, типа взять кредит. У меня таланта нету, чтобы там снимать, например, видео в нашем случае, да? Ага, вот у меня таланта нету, и поэтому я не делаю это. То есть сперва иметь всегда идет впереди, а надо наоборот быть сперва, решать, кем быть.
формулу быть, делать, иметь я хочу пока на своем примере, самый простой пример, из чего у меня вообще бизнес начался, как именно бизнес. То есть у нас было до этого творческое сообщество. Это было творческое сообщество фрилансеров, которые, ну, любят снимать, любят этим делом заниматься. Да, это очень далек был от бизнеса. История началась очень-очень просто, да. 7 мая, свеча памяти. Я тогда познакомилась с молодым видеографом Серафимом Федоровым. И сама работала на экране, вот свечу памяти на светодиодных экранах на площади Победы. И он, короче, когда познакомились, он сказал: у тебя же есть вот эти бейджики организаторские, одолжи мне, я просто буду там ходить, снимать. Ага. Я говорю, хорошо, конечно, без проблем. И 7 мая он это снял, и буквально мне 8 мая ночью отправляет ролик по WhatsApp. Очень красивый ролик про свечу памяти, и тогда первые коптеры пришли в город Якутск, мы его использовали. И я такая говорю, а поставь туда логотип наш, кем-видеовский. Ага. И заново отправь, он отправляет, и ночью я такая пересылку всем, кого знаю, да, с этим логотипом. Ни телефона, ничего нету, просто логотип кем-видео и этот красивый ролик на 1 минуту. 9 мая мы работаем тоже, работа очень на самом деле сложная, заранее все подготавливается, куча аппаратуры, это коммутации, там километровые кабели и все такое. 9 мая вообще до окончания салюта работаем, и ребятам говорю так, ребята, все, мы устали, завтра у нас выходной день, никто на работу не приходит, давайте отдыхать. И утром в 9 утра звонок. Ну так, поднимаю телефон, незнакомый номер телефона. И на этом незнакомом номере телефона, ну я такая думаю, брать, не брать, брать, не брать. Ну ладно. Взяла, алло, говорю. И они говорят, здравствуйте, здравствуйте. Вы кем-видео? Да, кем-видео. Наталья Лопатина? Да, Наталья Лопатина. Вам звонят с Дома правительства, с аппарата президента. Я так как лежала, так сразу бум. Вау, да? Ага. Какой аппарат президента, да, в 9 утра. Ага. И они, короче, вы можете к нам подойти? В 9 утра они позвонили, в 10 утра подойти. Я такая быстренько встала, да, конечно, говорю, подойти, ну, мечта же, да, вдруг что-то. И они говорят, мы посмотрели ваш ролик «Свечу памяти», который по WhatsApp гуляет. Это вы же сделали? Я говорю, да, это мы сделали. Ага. Подойдите, пожалуйста, у нас есть с вами разговор. На самом деле я впервые в жизни переступила порог тогда Дома правительства. Зашла, мне говорят, вот у нас будет чемпионат по вольной борьбе, где у нас Лебедев участвует, вот, который перед Рио-де-Жанейро, да, в Рио. И в это же время в Грозном, в Чечне проходит про греко-римской борьбе чемпионат. Тоже там выбирают, чтобы люди сборную на Олимпиаду. И мне показывают ролик чеченский. И показывают и говорят, сможете переплюнуть? Сразу говорю, да, легко. Вот. И после того, как сказала легко, мне сроки сказали 8 дней. Вышла оттуда такая, сразу звоню тоже ребятам, говорю, извините, выходного дня не будет. Все быстро на работу к нам в штаб. Вот. Сидели до вечера, мозги кипят. Время идет, нам нужно в этот же день родить, быстренько написать и на утверждение сценарий отправить. Потому что без утверждения такие работы тоже не делаются, да, потом, чтобы не переделывать, не переснимать. Вот. Я попросила своих знакомых видеографов города Якутска. И самое главное, вот когда человека искренне просишь, да, что вот такая вот, ему все выкладываешь, рассказываешь, как это все было, и искренне просишь, никто не отказывается, все ребята подошли. Сценарий утвердили, сценарий мне очень понравился, и у меня задача была такая стояла, ну, Лебедева же я не могу же дергать, да, на съемке, тем более перед таким ответственным матчем. Вот, и поэтому говорю, давайте искать двойника Лебедева. Стали кастинг устраивать. Ага. Среди борцов, которые вот по фигуре, по этим похожи на него. Нашли.
За 4 дня все организовали, кучу народа организовали. Все эти детские, юношеские клубы я проехала, чтобы ребят там найти и все такое, да. И вот этих детей тоже, я говорю, дети всегда тоже видят, добавляют, ну, умиление какое-то, да, доверие какое-то. Дети, говорю, должны быть. И в конце, в самый ответственный день, в день съемок, у меня сел голос. Ну, слишком много общалась со всеми людьми, да, этому рассказываю, тому рассказываю, с этим договариваюсь, и все такое, потому что ты не только режиссер, вот быть, это я тогда была и продюсером, и режиссером, и руководителем, и всем, да, и реквизитором, администратором, то, что человек находит там, слава богу, что мне еще водителя дали, я могла бы еще сама туда-сюда ездить легко. Вот, и мы ролик сдали вовремя, через 8 дней, как и договаривались. И это был вау-эффект. Им очень-очень вообще понравился, Егор Афанасьевич очень понравился. И сказали, у вас же было очень много операторов, у вас же было очень много видео снято. А давайте фильм сделайте. А о фильме-то речи не было. Вот. И когда про фильм сказали, я говорю, какой фильм? Фильм не получится. Мы же снимали для ролика. Изначально надо было фильм, потому что фильм снимается по-другому, чем ролик. Там оператор, чтобы найти фокус или кадр, чтобы он будет очень долго вот так стоять перед одним человеком. И он так и делал, когда вот Егор Афанасьевич там с детьми сидел, общался, и у него все кадры были вот такие. А когда вот фильм снимается, вот как вот тот молодой человек вот стоит, да, смотрите, статично стоит и все время меня держит в кадре. Когда фильм снимается, вот так снимается. Когда интервью берут, вот так снимается. Они вот так бегают, там слайдером, краном пролетают. Это потому что у меня какая-то вот интуиция моя, да, сказала, да, видимо, но интуиция это на самом деле опыт всегда. Опыт мне сказал звук записывать. Там же у нас интервью-то не было, звук записывать. И когда я вот этот звук записала, оказывается, для чего? Вот когда мы фильм делали, она пригодилась. Мы его на другой рекордер звуковой записали. И когда вот это вот из этих творческих мы пытались что-то словить, чтобы у человека артикуляция совпадала. Без звука, как я и говорю, да, это 90%, без звука, без музыки. Ага, что в душу людям легло, невозможно сделать творческую хорошую работу. Звук обязательно должен прям по картинке совпадать. Насчет быть, делать, иметь. Мы делали, и в конце концов, когда мы и медиа подошла, да, я показала и фильм, и ролик, да, когда эффект был этот вау, вообще супер, все это. И знаете, что мне сказали? Сколько вы хотите за работу? Мы будем платить. Да, я вообще вот так. Я говорю, мне нужно с ребятами, со своими посоветоваться. На самом деле мы все знаем, сколько мы хотим, сколько мы стоим. Да? Только обычно вот это вот стеснение типа ложные, да? Ага. А потом оттуда, когда стесняются, типа сами заплатите, а человек заплатит вам, а потом вы такие недовольны уходите, ага, вот насколько нас оценили, да? Бывает же такое? И тут тоже вопрос, да, сколько денег отправили. Поступило 2 раза больше денег. И мы не только с этими ребятами, со всеми, которые меня поддержал, проплатила, но эти деньги, которые у нас были, стали нашим первым капиталом, именно чтобы мы стали как Кэм-Видео, уже как в бизнес, потому что мы купили оборудование, того, чего не хватало. Вот. И это и стало, да, вот сперва тоже быть, делать и в конце иметь. Мы в конце концов стали иметь мощную команду Кэм-Видео. К нам пришли уже другие специалисты, в нас поверили. И после этого у нас, после того, как этот фильм стал на НВК очень много крутиться, на нас вышел Чорон, Софья Попова, она говорит, я посмотрела, я была вообще, говорит, неужели это в Якутске кто-то делает? Я стала специально искать, кто это делал. И мне сказали, что это Кэм-Видео Наталья Лопатина. И буквально она через неделю после этого фильма позвонила. И мы потом ей сделали фильм «Чорон. 21 век», историю Чорона все воссоздали тоже. Она хотела на самом деле только про свой магазин, а я ей сказала, нет, давай сделаем такую вещь, которая в истории останется, всю историю Чорона расскажем. Как с музейных экспонатов и все такое. Мы сами ходили, с музеем договаривались. Конечно, музеи нам экспонаты не давали, но мы нашли гончара, который еще вот эти экспонаты нам сделал, чтобы снять это все красиво. И после этого у нас заказы пошли, у нас Алмаза Навара пошел,
Туймада Нефть пошел, ЯТЭК пошел, Аэропорт пошел, сейчас у нас Лорд. Короче, все большие предприятия, которые хотели вот такой фильм, вау, да? И то, что мы всегда как марку держим, это то, что я всегда говорю, мы становимся вашим департаментом, мы становимся как ваши сотрудники, и мы всегда делаем не как для вас, да, а как для себя делаем. И когда делается видеопродукт хороший, это сперва огромное значение имеет не сам время съемок, то, что мы называем продакшн, да, а самое главное, это всегда подготовительная подготовка. И когда чем больше времени на подготовку дают, тем качественный продукт и получается. А у нас обычно всегда бывает как, да? Послезавтра у нас мероприятие. Надо срочно ролик, притом хороший. Это невозможно, ребята. Чтобы сделать хороший ролик, это нужна подготовка. Чем заранее. И те предприятия, с которыми мы уже давно работаем, они уже знают это. Вот, например, Лорд. У них в этом году в октябре будет юбилей. Мы с прошлого года начали с ним работу. И ролики, вот как фильм, это все сделано, да. То есть тут уже каждый нюанс уже смотришь. Этот актер подойдет, не подойдет, этот реквизит подойдет, не подойдет. Мы сможем донести до человека информацию или не сможем, да. Тут еще скажу про ролики. Есть, конечно, это про имиджевые, а есть продающие ролики. Да, продающие ролики можно быстро сделать. И именно знать, что вы продаете. И еще главное знать, для кого вы продаете, целевую аудиторию. И вот в этом мы именно и помогаем, и рассказываем. И для этого у нас есть бриф, для этого у нас есть тех задания, чтобы мы знали, что у людей, что они хотят сделать. И чем не на ходу так разговаривать, да, а чем плотнее разговариваем, тем много вопросов, чем вы активнее сотрудничаете и говорите, что вы хотите в конце получить, какой результат, тем и будет качественнее работа. Потому что на таких работах, вот сейчас, как на фотографиях видели, очень-очень много специалистов работает. Вот вроде бы такой короткий ролик, 8 операторов. 8 операторов работал. Представляете, да? Потом монтажер работал, график-дизайнер работал, светокорректор работал, сценарист, редактор. Мы стараемся вот этот бренд держать, что мы за качество всегда. В мае мы презентовались как группа компаний Кем. Отныне мы не Кем Видео, стали группа компаний Кем. Почему вот так сократились до Кем? Ну, само слово Кем, наверное, все понимаете, да? Это означает время. И пора действовать. Сейчас мы на новом витке опять быть. То есть мы сейчас презентуем себя как большую компанию, быть, и сейчас мы делаем, чтобы в конце концов иметь уже ту большую виде производства, которым будет гордиться вся наша республика. У нас планы, чтобы выйти на другой уровень. Уже мы знаем, что мы со своей качеством, со своим продуктом уже можем конкурировать не только там с российским, но и с мировыми. Потому что мы это еще подтвердили, мы сейчас работаем с Владивостоком, павильон, фирма, уже 3-й год работаем, Ханты-Мансийск, Томск. Вот. То есть у нас уже выходы туда. Не сидеть здесь уже внутри республики. Насчет новых технологий, вот сейчас тоже все возьмите телефоны, вы потом его можете у себя тоже, это легко делается, и даже объясним, да? Покажи, пожалуйста, QR-код. Вот. У кого айфона, можете просто камеры навести. Что-нибудь выходит? Инстаграм. Да. Ага. Легко делается вот так. То есть не надо там уже говорить людям, запишите мой там контакт, там слэш какое-то, что-то, да, нижнее подчеркивание. Ага. А можно вот так навести, подпишитесь. И следующий еще QR-код. У нас же группа компаний, поэтому у нас еще первый городской телеканал Якутс ТВ. Тоже подпишитесь. Здесь именно, скажем, не негативные новости. Да? Так. И опять же скажу, тоже там не слащавые такие все время там говорящие, типа какая там супер крутая там у нас мэр или кто-то там в городе будет супер там мере хорошая. Нет, это жизнь, какая она есть в городе, показывает. Угу. Вот мы сейчас выходим на Билайне на
кабельном, на ТТК выходим, и сейчас мы очень сильно именно как интерактивно его продвигаем через YouTube-каналы и именно как прямые эфиры. То, что мы на ИСЭХе прямой эфир показали, сейчас Дня города у нас будет прямой эфир, и то, что вот, наверное, по всей России единственный, кто еженедельно делает планерку в прямом эфире. Ни в каком городе по России такое не делают, и все такие: вау, вы откуда свалились? Вот, и это все вот технически, да, это мы можем сделать. И притом не такой большой компанией. Вот, и давай следующий QR-код у нас еще. Вот, кем-экран. Экран вы можете, вот обычно такой вопрос, да, у всех же там юбилеи, свадьбы проходят. Хочется вот так красиво все показать. Обычно же на проекторе, да, такой мутненько, всю ночь сидел, фотографии свои долго сканировал, презентацию сделал в PowerPoint, а ни один зритель его и не посмотрел, гости не посмотрели, не вдохновились всей вашей жизнью. А хочется же, чтобы сказали: вау, какую жизнь-то юбиляр прожил. Вау, какие красивые молодожены. Вот этот, он, скажу, такой уникальный, потому что он состоит из блоков, и он мобильный. Вот этот экран буквально за 1,5 часа, за 2 часа максимум устанавливает. Так как она мобильная, она в УАЗик легко вмещается. По улусам мы ездим. Ага. Самое дальнее, куда мы ездили, это в Кобяйский улус. В Татту ездили. Ага. А так то, что близлежащие: Покровск, Намсып, Бердигистях, в Маю. Легко. По городу Якутску вообще легко. После того, как я стала обучаться, я поняла, что человек должен обучаться постоянно. И благодаря этим обучениям мы становимся осознаннее, сильнее, и притом не сколько еще обучаться, да, самое главное, оказывается, применять их. Потому что этих обучений сейчас очень много. Мы их как-то читаем, бросаем, читаем, бросаем. А вот когда стало именно их использовать в жизни, вот тогда пришло вот это понимание, для чего вот это вот проходить все эти обучения. Если вы сейчас его потом домой придете, будете использовать, оно будет вам очень-очень полезно. А так, если просто послушаете и не будете его использовать, то это так. Просто приятно провели время и посмотрели рекламу группы компании КЭМ. Сделайте такое, и то, что мы делаем, да? Быть, делать, иметь. Здесь иметь — это ваши сокровенные мечты и планы. Можете сейчас начать уже писать. Иметь. Делать. Что для этого нужно делать? То есть мы с обратного идем, не отсюда идем, а наоборот. Что нужно делать? Это нужно потом еще дома проработать. Это работа с самим собой. Делать. Что нужно для этого делать? И в конце вот самое главное осознанное, вот понимать, быть, да? Если я до этого вот всю историю свою рассказала, я была сценаристом, я была сама же режиссером, была продюсером, режиссером монтажа, сама же продавцом была, да? То у меня сейчас иметь вот то, что я сегодня говорю, да, чтобы мы стали тем видеокомпанией, которая именно окрыленная Якутией, уже чтобы у нас другие регионы знали. И я знаю, что мне сейчас делать очень-очень много нужно. Очень много энергии надо потратить. Очень много всего там. И эти обучения проходить, и по регионам ездить, им показывать, на фестивалях участвовать. Кучу телодвижений. Если я буду сидеть и сама монтировать, и сама продавать ходить, и сама продюсировать, я это смогу сделать, вот это иметь, если я являюсь режиссером? Нет. Значит, быть мне надо другим. И я выбрала себе вот быть руководителем, быть владельцем, быть генеральным директором ООО группы компании КЭМ. Вот это вот быть, осознанное принятие. И я понимаю, что мне сейчас уже как руководителю, как владельцу, это очень большая ответственность. Ответственность за всех моих ребят. Ответственность за принятие каких-то серьезных решений. Вот. И как вот этого всего тоже иметь, добиться, да? Самый простой способ есть такой, это очень действующий метод, тоже на своем примере скажу, закон 1%. Закон 1%. Каждый день
Каждый день в жизни что-то менять не резко. Когда человек резко делает, вот это очень простой пример насчет похудения, да? В январе, ну, с января месяца вот до сегодняшнего момента я около 14 килограмм скинула. Ага, у меня вот одежда все спадает. И при этом я ем всю ту же еду. Ну, обычно, как говорят, я на диете не сижу, бла-бла-бла. Нет, это на самом деле тоже, я не буду там кривить душой, это не так. Это вот закон вот этого 1%. Если бы я, например, да, резко бы села, как обычно делают, да, гречневая диета или что-то, я это все пробовала, это я все прошла. И я всегда обычно смеялась, всегда всем говорила, я как баян, четные года я толстая, нечетные я худая. То есть, когда я сижу на диете, я, да, там, конечно, человек худеет, да, такая красивая, все такая хорошая, модная, ага. Потом я как себя перестаю контролировать, а опять бум. Угу. Вот, и мне это вот надоело, и когда вот я узнала про закон вот этого 1% как раз вот на обучающих курсах, да, я поняла, что нужно его внедрять потихоньку, не резко. За тот промежуток времени, который у меня вот прошел, да, то есть я для себя не ставила там цель такую, что до лета я должна быть там типа лань какая-то, да. Вот, а у меня, например, на длительный срок, то есть 1% он работает на длительный срок. И я для себя, например, знаю, что через 2 года я еще буду там, не знаю, 18-летней, конечно, я не буду, но энергии будет больше. Потому что она энергию добавляет. Если бы мы в жизни ничего не меняли бы, или наоборот, вот с этими, там типа, резко вдруг я захотела, стартанула, потом у меня я не хочу, вот как с этой гречкой, да, потом он был бы вот так, да, с какой-то вот такой, или вообще, если бы ничего не меняли в жизни, ничего не делали бы, он был бы вот такой. То есть на каком уровне я была бы, на таком же уровне я бы со своими мечтами бы осталась бы. И то, что мои мечты там привести фигуру в хорошее, в хороший вид, они бы остались на том же уровне. Или наоборот, вот с этими скачками, вот с моими, да, там, с четными, нечетными годами. Вот так и было бы. И в конце концов я все равно вот на таком же уровне бы осталась бы. Вот. А я же хочу вот здесь оказаться. Повыше. И вот 1% здесь поменяла, 1% здесь поменяла, 1%. И каждый раз вот этот 1% он добавляет чуть-чуть горочку. Не рискую. Ага. Ну, здесь еще постояла, может быть, ничего не поменяла, да? Как есть. Ага, отдохнула. И потом опять. Вот. И вот так, вот так. И в конце концов, типа, чуть-чуть не дошла, но это тоже хорошо. Вот. Таким образом, это очень простое. И самое главное, вот, мы всегда хотим, чтобы это было завтра. Мы всегда хотим, чтобы это было через неделю. Мы хотим, чтобы было буквально типа вот до Нового года я должна влезть там 42 размер. Нет, надо именно на долгосрочную посмотреть. Угу. Суметь себе поставить долгие сроки, долгие планы. Я проходила у Людмилы Богуш вот этот тайм-менеджмент. Он очень вообще великолепная вещь. Сейчас я буду вам именно кейсы, эти установки дам, потом дома его сделаете. То есть не вертикально, горизонтально вот так сложите листочки. Вот на нижней части, вот здесь, напишите 2024 год. 2024 год. То есть, что будет через 5 лет. Ага. И там напишите свои самые-самые такие, как будто вы на дворе 2024 год стоит. Чего вы, прошло 5 лет, и что будет с вами через 5 лет? И вы кем являетесь? Какие ваши мечты? Чего вы хотите? Кто-то там здоровья хочет, может быть, путешествовать, может быть, еще детей, замуж выйти, квартиру купить. У каждого же свои мечты. Вот такое. Ага. Чуть быстрее пройду, потому что время тоже идет. Ага. А здесь, это вы потом все дома сделаете, хорошо? А здесь напишите 2019 год и на каком результате вы сейчас находитесь, чего вы добились. Бывает так, что свой результат недооценивают. На самом деле, вот быть здоровым и стоять здесь, это же тоже результат.
Да. Я всегда говорю, я сама с Улуса, с Татинского Улуса, да, я с одним чемоданом приехала. У меня дедушка свой оранжевый чемодан дал. Когда в 93-м году я сюда переехала на учебу. Сейчас у меня свой дом. Результат мощный. Не все могут такое себе позволить, да? Вот, поэтому вот этот вот результат тоже его нужно очень, ну как сказать, ну любить, что ли, его, гордиться этим, да, вот. И когда вы вот так вот откроете листочек, да, и посмотрите, насколько ваши планы, ваши мечты от вашего результата далеки. Бывает, что у кого-то вообще там космос, как будто до Вселенной, до Луны. А бывает, что у кого-то наоборот все сейчас так стабильно, так его устраивает, что ну, близко бывает. Тоже бывает так. Вот. И когда вы посмотрите, насколько у вас это вот далеко, да, вот можете применять то, что я говорила, 1%, и его как применять. Дальше листок вот так держим, то есть другой стороной, да, где вы не писали, вертикально. Вот здесь сделайте тоже 3 таких таблички, 3 колонки, 3 столбца. На первой пишите «я», на второй это будет семья, близкие. Тут можно друзья тоже. И третье – это карьера, работа, деньги. Вот, и я это приближаюсь к тому моменту, когда я, кроме работы, еще много успеваю. Да? Я очень люблю рыбалку, я люблю огородом заниматься, и все к этому. И вот к этому я сейчас приближаюсь, как я успеваю в своей жизни все. Все говорят, какая ты энергичная, где только тебя невозможно за тобой угнаться. Сейчас я расскажу, почему. Ага. И вот где у вас я, пишите то, что вы как ваши личные, самые ваши личные сокровенные мечты. То, чего вы хотите именно как физическое, вот как вы стоите, да? Ну, например, самый простой пример, вот у меня это вот похудеть, да, привести фигуру в порядок, выучить английский язык. А то, что я хочу, чтобы мой ребенок научился играть в шашки, это не я, это я же хочу его. Это не его же мечты научиться играть на шашках, это я, мое. И поэтому то, что шашки и ребенок, и стихи ребенок, я здесь пишу. Да, в семье, близких, в друзьях, да? Я хочу, чтобы, например, мои друзья меня там поддерживали, все такое, я здесь напишу. А то, что вот похудеть, я очень хочу английский язык выучить. Разговаривать, ну, на разговорном языке, да, потому что очень много езжу и все такое, и меня всегда бывает стыдно, там, ну, ничего не бельмеса стоишь, да, просто так киваешь. Вот. Я очень, это мое личное, это я люблю читать. Я очень обожаю читать художественную литературу. Я обожаю, что еще? Ну, рыбалка. Это же не семья, не близкие, не друзья. Это моя личная же мечта, поехать на рыбалку. Я начинаю дергать всех, да, пошли со мной на рыбалку, пошли со мной на рыбалку. Ага. Мне нравится ходить пешком. Вот зимний, все такое, зимой ходить, и все это, вот это мое личное. Ага. Вот это столбики, это текущее состояние 19-го года или это... Нет, это уже к году вы не прицепляйтесь, это сейчас, да. Вот какая-то сейчас, да? Да, какая, да. Чего я лично хочу. Все понятно. Ага. Твоя база. Да, а здесь то, что я хочу к своей семье, близким, друзьям. А здесь вот именно карьера, работа, деньги, да? Я хочу, чтобы фирма... Хочу или какая-то... Я хочу. Нет, хочу. Я хочу, например, чтобы группа компаний КЭМ развивалась. Все понял. Ага. Я хочу, чтобы мои сотрудники получали хорошую зарплату. Я хочу, чтобы я хорошую зарплату получала, чтобы у меня деньги были, чтобы я могла путешествовать. Да? Вот. Вот такие вот свои мечты написали. Ага. Здесь можно много чего писать. Долго. Вот, и смотрите, мы же его вот так же держим, да? И на той стороне, на которой у вас тоже чистое осталось, не раскрывайте, вы его вот так держите. Ага. Я просто этот пример сейчас показываю. А здесь, сейчас скажите время сколько?
А? 20, ну, 8 часов вечера возьмем, да? 24 часа в сутки надо свои писать. То есть 20 часов сейчас, да? Я провожу тренинг. Ага, встреча со мной, да? Ага. Со вчерашнего, то есть 8 до сегодняшнего 8. Здесь пишите. То есть это был тренинг, но вчера тоже у меня был прямой эфир. Ага, после прямого эфира я... вчера Таня же была, да, у меня прямой эфир? Ага. Вот, ага. После этого я поехала домой. Чем подробнее здесь напишите, тем лучше. Угу. То есть дорога домой. После того, что я приехала, я накормила собаку. Ага, здесь вот это вот пустым оставьте, время не пишите. Просто я накормила собаку. Там крем, помылась. Ну, туалет какой-то, да, вечерний. Ага, зубы почистить, все такое. Посмотрела кино. Здесь тоже к моим мечтам у меня из-за того, что время себе я пытаюсь здесь найти всегда время для фильмов, да, просмотр фильмов. Вот, посмотрела фильм. Как обычно, я его не досмотрела, уснула. Вот, ну, спать. После того, как проснулась, как же без них, соцсети. И здесь вы пишите не время, да, а сколько это у вас занимало время. Ну, например, дорога домой с работы до дома у меня заняло где-то 15 минут. Накормила собаку я быстро, 10 минут у меня ушло, да. На крем, на все это дела, ну, где-то тоже 15 минут, наверное. Посмотрела фильм, но я честно скажу, ну, где-то час, наверное, я точно посмотрела. Потому что до середины фильма-то я помню. Вот. Но обычно у меня сон занимает, ну, где-то 8 часов. Люблю спать. В соцсети я очень долго лежала в соцсетях. Час. Ага, потому что я же то рассылку отправляю, то отвечаю, то в Инстаграме, то в Фейсбуке. Вот. Ага. И тоже там заняло где-то 15 минут. Дальше приготовила, ну, яичницу я быстро приготовила, тоже очень быстро покушала. Но в огороде я немножко так покопалась, пока там огурцы срывала, все такое, короче. Вот, и поехала на работу. Ну, у меня дорога тоже быстро занимает, там, ну ладно, минут 15, наверное. Вот встречи у меня долго бывают, да, но, скажем, ну, где-то, наверное, час 30 ушло, наверное. Вот. Сколько мы сидели, кушали, обедали? 30 минут, наверное, да? Ага. У нас Кудня сегодня угощала арбузом. Мы сидели елушкой, кушали. Ага. Вот. И на презентацию у нас мы с Таней тоже достаточно там времени у нас ушло. Ну, скажем так, у меня, наверное, здесь. Потому что Таня все сделала, я просто проверяла. Час, наверное, ушло. И вот эта встреча у меня тоже очень много времени заняло. Ага, и здесь тоже не так долго, ну 30 минут, наверное, и здесь поплыли, мы приехали, ну сколько так. И вот это все нужно итого сделать, да, суммировать. Сумма времени. Угу. Вот это все, когда вот суммируете, у вас, у каждого человека, пусть он даже это там олимпийский чемпион, или мы с вами там, любой, да, у него всегда 24 часа. Ни у кого нету 25 часов. У всех 24 часа. И обычно мы всегда говорим, было бы 26 часов, да, я бы успевала бы. И вот эти 24 часа, вот с 24 часов вот эту вот сумму вашу вы минусуйте. И какая сумма у вас получилась в итоге? Ага, бывает, что у меня, ну, у меня в среднем бывает там минус 2 часа остается. Ага. И вот эти вот время, то, что вот остается, это время, которое я всегда говорю, надо оставлять на форс-мажор, потому что жизнь, она такая. Ага. Сколько мы бы не запланировали, все равно какой-то форс-мажор случается, да? Там резко мама позвонила, там иди купи пылесос. Да? Нет, сегодня не могу я без пылесоса или что-нибудь такое, да? Ага, надо съездить, с кем-то встретиться или что-то, вот это вот время. И вот это время, которое вы себе планируете во всем своем планировании, да, оставляете, оно и будет вашим каким-то вот этой подушкой безопасности, чтобы не быть постоянно вот как взмыленная в хаосе.
Вот, и самое главное, когда вот это вот сделали, вы раскрываете бумажку, тоже вот такая она станет у вас, и смотрите, насколько ваши мечты, пожелания в жизни, вы к ним близки. В ежедневной жизни, в рутине, скажем так, да? Например, то, что я хочу похудеть, сегодня я к нему нет, честно скажу, нет. Вчера у меня было хорошо на прямом эфире, потому что я вчера очень много пешком ходила. У меня обычно в день больше 10 тысяч шагов выходит. На машине приезжаю, а потом по центру всегда пешком хожу, не езжу. Вот, и это была бы стрелка такая, да. Но с английским тоже у меня в пролете, читать тоже в пролете, рыбалка в пролете. Ну вот фильм у меня единственное, да. Ага, посмотрела вот фильм. Ага. Дальше по семье и все такое, когда у вас эти есть, тоже можете такие же стрелки сделать. И по карьере, по деньгам. У меня, конечно, группа компаний КЭМ. И вот эти вот мои встречи, мои тренинги, это вот все, сейчас все мое внимание здесь, да. Очень много-много туда, свою энергию, свое внимание туда я направляю, вот на эту мечту. Ага. И деньги тоже можно. Это вот анализ себе делаете такой. Понятно, да? Ага. И смотрите, здесь какая фишка. Когда человек, мы все эгоисты на самом деле, да, все приходим эгоистами в этот мир, и эгоистами и уйдем. Сколько бы мы любили даже своих детей, своих родителей, все такое, все равно первое я всегда ближе. И вот, когда человек вот свое я, свою хотелку в жизнь внедряет, использует, там, больше на него времени тратит, тем он счастливее становится. Ага. Почему люди несчастные? Потому что они всегда чьи-то хотелки делают. Не свои личные. А типа мама хотела, чтобы например, моя мама хотела, чтобы я стала учительницей якутского языка. Я не очень хотела им стать, да? Но я пошла учиться, потому что она мне там ультиматум поставила. Потому что учителя зарабатывают хорошо, у них постоянно стабильный доход. Ага. Вот. И ты ни на что больше не способна, кроме как стать учителем. Вот. И поэтому я тогда была не очень несчастна. А сейчас, когда я свое вот я делаю, да, вот видео занимаюсь и все такое, я счастливый человек. Я когда свое вот похудеть делаю, да, пешком хожу. Когда я свое вот похудеть, почему человек не ленится и встает и идет в фитнес-зал? Потому что это мое личное хотение, не чье-то навязанное обществом или кем-то. Когда я это осознала и приняла себе близко, тогда человек его делает. А если это там типа новомодными журналами, чем-то было бы это, типа все подруги твои худышки, а ты тоже, если бы я так лично бы себе не принимала бы, я бы также и ленилась и не пошла бы ни в какой фитнес-зал. Здесь, когда вы делаете здесь счастливый, когда счастливый человек, он всегда улыбается, он всегда в настроении. И вот эту вот семью и карьеру, работу он с удовольствием делает. Оно само притягивается сюда. То есть самый тоже такой пример обычно я привожу, когда насчет семьи, я не очень люблю мыть посуду. Готовить, да, я готовить люблю. Мыть посуду после того, как приготовила, не люблю. Вот. А когда я счастливая, когда я улыбаюсь, когда я в хорошем настроении, там, с музычкой, все такое, я с удовольствием там быстренько помою посуду. Ну, когда человек уже в таком настроении, он все делает хорошо. Вот таким образом вот это и действует. Вот его можно и в своей жизни осознанно использовать. И чем больше у вас будет вот этих соприкосновений в вашей жизни, именно еще своего я, да, тем уже будет легче все делаться. Но в этом году, так как у меня именно компанию мне нужно продвигать, вот я очень мало, но я немножко в таком состоянии, потому что у меня в этом году и рыбалки нет особо. Ну, хотя бы я пытаюсь возместить вот этими фильмами и читать. И тем, что вот похудеть. Вот. И еще 1% это как я еще сделала для себя. Сделала вот такую таблицу для себя. Я показывала своим тоже подругам. На А4. Так, сколько получилось тут? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот так, да? Просто так написала. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница,
Суббота, воскресенье. Когда я была фрилансером, я всегда говорила, что я свободный человек. На самом деле я сама себе врала. Я крала время у своего ребенка, потому что я и в субботу работала, и в воскресенье работала, и ребенок то со мной, то вроде не со мной, да? То на него я внимание даю, то или не даю. То есть у нас никакой стабильности ничего не было. Почему я сказала, что мы будем стать бизнесом, который работает режимно? Потому что я для себя решила, что ребенок для меня важнее, и я в субботу стала мамой. Здесь я телефон не беру, в соцсетях не сижу, я мама. Я свое внимание уже ему уделяю, да? А в воскресенье я своему личному я. Эгоистично. Ага, там на массаж хожу, там пешком хожу, что-то такое, короче, это чисто мое личное. Вот. А вот здесь это у меня все работа. И здесь я нашла себе время, например, вторник утром. Обычно у меня с 8 до 10 утра никто не звонит, ни клиенты, никто. И вот это вот у меня и есть фитнес. Вот. И таким образом свои вот эти личные мечты, то, что вот там счастливые были, да, я раскидала, ну просто здесь написала их все, вот это читать, смотреть, там лыжи, коньки, бла-бла-бла. И если я, например, в это воскресенье я себе что-то личное сделала, я его вот так себе отмечаю. Во вторник, например, я в фитнес пошла, но в четверг, например, на какое-то собрание я на фитнес не пошла, ну, например. И это вот первая неделя, вторая неделя, третья, четвертая неделя, да, в месяц 4 недели вмещается. Скажем, в пятницу там был свадьба или юбилей, я вот этот фитнес тоже не пошла, проспала, но зато я здесь пошла вот таким образом, да, себе отмечаю все, что я делала. И в конце, в итоге, например, если я должна в неделю сходить, ну я просто фитнес сейчас возьму, ну, например, здесь я тоже не пошла. Вот, если я должна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 раз быть на фитнесе в месяц, да, из них я пропустила 3, то получается 9. 9 это результат же, да? Это больше, чем 1%. Это мощный результат, я себя хвалю. Я не хвалю, я не говорю себе, что ты такая плохая, сякая, сюда не пошла, да? Я говорю, ты молодец, ты пошла, ты сделала свою личную мечту. Вот. То же самое, там, например, по своим этим, здесь я, например, пошла на массаж, здесь в сауну, здесь я с подружками была, потом к семье там, еще где-то тут тоже хорошие свои личные там. И еще в какой-то выходной я еще вообще на целый день на рыбалку съездила. Я счастливый человек. Сейчас у меня, например, недавно моя огромная мечта была на дальнее расстояние поехать на велосипеде. Я всегда хотела, например, до Артадойду доехать на велосипеде. Я всегда боялась. У меня самое дальнее было до Исхатын ездила 2 года назад. Это моя личная мечта была, да, и я его сделала. Я на открытии железнодорожной станции до Нижнего Бестяха 70 километров на велосипеде туда-сюда. И вот это у меня заняло одно выходное. Какая я была вообще окрыленная, счастливая, что я его сделала. Вот. И после этого уже и работается тоже легко. Если какие-то там даже сложности, все такое, то уже легко к этому относишься. Угу. Вот. И поэтому никогда не забывайте о своем «я», удовлетворении своего «я». Вот такой вот лайфхак из моей жизни. Тогда спасибо огромное, что подошли, выслушали, досидели до конца. И самое главное, применяйте, попробуйте, сами себя анализируйте. Это у меня первый такой вот опыт на большую публику рассказать, да, и я получила, наоборот, больше заряда энергии от людей, которые благодарны. Я очень довольна. На самом деле отдача от публики была вообще мощная, и то, что люди в конце вот подошли и сказали огромное спасибо, так много интересного узнали, и будем это использовать в своей жизни. И я хотела бы больше еще дать, да. Такие встречи надо уже не только в городе Якутске делать, но и по всей республике, потому что в Улусах тоже очень много активных людей, которые это хотят тоже внедрить в своей жизни, хотят изменить свою жизнь. Мне очень понравился формат этой встречи, потому что та информация, которую мы получили
получили, это будет очень полезно, потому что были советы, которые можно взять и сразу использовать. Очень надеюсь, что в моей будущей жизни, в нынешней жизни все это очень пригодится, и буду ждать своего личностного роста.